Жития святых светителя Димитрия Ростовского, месец юлий, 21 день. Сие чтение в библиотеке LibriVox. Все чтение LibriVox – достояние всеобщее. А ще хочете более научите или же помощи, посетите LibriVox.org. Житие святаго пророка Езекииля. От пророческие го книги и от святаго Епифания Кипърского и Иеронима и от прочих собрано е вкратце. Светей пророк Езекиил бе от града еврейского, Сарира именуемого, син Возиев, от племена Левиина, свещеник Бога Вышнего. Пленен же бе с Навуходоносором в Вавилон со Йоакимом, царем Юдиным, нареченным Ехонией вторым, во второе пленение Иерусалимово. Трижды во Иерусалим Навуходоносором, царем Вавилонским пленен бысть. Первое во дни царя Юдина Иоакима, иже и Елиаким, и Ехония первый в Писании святом нарицается, сына Иосиина, брата Иоахазова, и Седекиина. Отца же Ехонии другаго, его же первого связано веригами Навуходоносору веде в Вавилон. Тогда и святый пророк Даниил с тремя отроки, Ананием, Азарием и Мисаилом в плен отведени быша. Но по малом времени Иоакима отпусти Навуходоносор во Иерусалим на царство паки, сотворив его себе данника. Иоаким же 3 лета под властью Навуходоносоровую во Иерусалиме царствовав, отторже се от власти его по 3 летах, не восхотев тому даяти дани. Приди у попаки на Иерусалим вавилонская сила, и взят бысть святый град, и царь Иоаким убиен, и извержен вне града псом на снедение. На место же его повелением Навуходоносорову им поставлен бысть царем сын Иоакимов, так уж да Иоаким именуемый, его же другим отчием именем нарекоше Ехониею, и сотворише того другаго Ехонию, так уж да данника Вавилонскому царству, як уже и отец его бе прежде. А понеже и сей други Ехония зол бяше пред Господем Богом, то го ради попущением Божиим не в долгом времени приде пак и Навуходоносор на Иерусалим, и взя Ехонию со всем домом того в плен, и множество людей знаменитых, и мужей храбрых, и всех и лицей бяху к брани удобни, и всяких художников отведе, и сосуды церковни златые взя, и бысть то второе пленение Иерусалима. Сие пленение святый пророк Езекииль, и Мардухей, и Иоседек, отец Иисуса, обновившего потом с Зоровавелем разоренную Иерусалимскую церковь, в плен отведени быша. Третье же последнее от Навуходоносора разорение Иерусалима и опустошение в дни царя Седекии бысть. Того бо Навуходоносор на место Ехонии царем постави, наложив на него дань. Но и Седекия, когда отверже от себя Ярем Навуходоносоров, тогда той же Навуходоносор со всею силою халдейскую пришед, крайним разорением разорив Иерусалим, огнем и мечем истребив той, оставший же народ в плен отведе. И от того времени преста царство Юдово и всего Израиля. О том третьем Иерусалима от Навуходоносора разорение пространно написано в житии святаго пророка Еремии. Прибывая в пленении Вавилонском, Иерей Божий Езекииль имел обитание свое при реце Ховар именуемый, и бысть ему видение яве дивное в 30-е лето жития его, в 5-е же лето пленения Ехонии, в 4-й месяц сесть юний, и же с 4-й с марта, в 5-й ден того месяца, зряше отверзшая се небеса, и ветер вели бяше от севера, и грядяше от туда облак велик пресветел, и огън ходя и посреди облака, и сияние окрест и блистания. От среди же облака показаше се подобие 4 животных, видением яко мед чистая, во огни разженная. Кождо же животное име по 4 лица, лице человече, лице львово, лице телче и лице орлее. Еще же и по 4 им бяхо крила, и руси человеческие под крилами, 2 убо крила имеяхо простерта на летание, 2 же покривахо телеса своя, и свет огнен между животными обращашеся, и молния от огня изхождахо. Зряхо се же и колеса 4 великая, при коем ждом животном колесо едино, колеса же тая бяхо видением яко Тарсис, и же и хрисолит, камень, цвета аки море лазоревого с золотым блещанием и луч солнечных бываемым. Еще аки бы иная колеса в колесах тех являхуся, вся же оная колеса животную имеяху силу,
аки одушевленна и очес отвсюду изпълнена бяху. 4 же животния в колеса онея, аки в колесницу впряженна зряхуся. Егда идяху животния, идяху и колеса с ними. Стоящим же животным и колеса стояху. Шествующим же им бяше открил их шум и глас, яко глас вод многих, яко глас многонародного полка. Стоящим же им молчаху крила их. Стояху же и молчаху в той час, егда от высоты Божий глас прихождаше. Вверху бу тех 4 животных и колес зряшеся тверд кристаловидна и на тверди престол сапфировидный. На престоле же подобие человеческое пресветлое и сияние окрест по подобию дуги, светящиеся на облацах в день дождя. Таково подобие славы Господней святей Езекииль виде, в нем же, по толкованию богомудрых и богодухновенных, подобие человеческое пресветлое на сапфировидном престоле, прообразуваше воплощение Сына Божия во утробе пречистие Девы. Я же одушевленный бысть престол во человечему си от нея Богу, прообразован на оним сапфировидным престолом. Сапфир бу драгоценный камен, небеси подобен сущий цветом своим пресветлым, и имущ в себе златовидные частицы, аки небу звезды, образом есть Пресвятая Девы Марии, в ней же аки в небесном естестве нест ни единого порока, и чрево ея пространнейшее небес показася, вместивши в себе невместимого, премногими же Божьими благодатьми, аки звездами украшенная. 4 животные четвероличные образуваху 4 святых евангелистов, от них же киждо написуя Христово с человеки на земле житие, описа человечество его лицем человеческим, в животных он их образуемое, Божество Христово лицем львовым изъявляемое, страдание Христово лицем телчиим показуемое, воскресение же и вознесение Христово лицем орлим написуемое. 4 колеса многоучитии, в них же и иное колеса зряхуся, образуваху 4 части вселенния, имущие в себе различные народы, в ня же исшедший проповедь апостолская, утверзи многим народам умные учеса к познанию и видению Бога. Огън же посреди зримого откровения худяй и сияние велия окрест являше величество неприступния славы Божия. И иное таинство духовное образувахуся в том дивном и страшном видении, еже Езекииль святый видя, паде от ужаса ниц на землю и слыша глас свыше от сидящего на престоле, подобие человеческого, к нему глаголющ: «Сыне человеч, стани на ноги твоя, да глаголю к тебе». И прииде к нему некая невидимая сила, яже подя его от земли и на ногах постави. Ставши пророку с трепетом пред славою являвшегося ему Господа, рече к нему Господь: «Сыне человеч, послю тя аз к дому Израилеву, к людям огорчевающим мя, и же огорчише мя, сами и отцы их отвергошися мене до днешнего дне, и суть жестоколичнее и твердосердечнее. Аз послю те к тем и речеши к ним словеса моя, да не убоишься же от лица их, аж те рассвирепеют и убидут те аки скорпии». То глаголющу Господу, видя Езекииль простертую к себе руку, и в ней свиток книжний, и развит та рука пред ним свиток оный, и бяше в нем написано внутри вне рыдание и жалость и горе. И рече к нему Господь: «Сыне человеч, снежь свиток сей и иди, и рецей сыном Израилевым, я же повелю тебе». Отверз же Езекииль уста своя, снеде свиток оный, и быйст в устах его яко мед сладок. И от того часа исполнися пророческого духа и благодати, и вся я же потом глаголоши к нему Бог, приемлеше в сердце свое. Отходящо же от учес его чудному оному видению, слыша глас, яко глас многого народа глаголющ: «Благословенна слава Господня от места его». И ще же и глас крил животных, парящих и колес движущихся, бяше яко глас труса великого. И тако страшная оная славы Божия колесница отыде в высоту от зрения его, и скончася видение. О видении том сидящий пророк 7 дней молча, и размышляя в себе виденное и слышанное, и паки быст к нему слово Господне глаголющее: «Сыне человеч, страже дахтя дому Израилеву, да слышишь слово от уст моих, и воспретиши людям от мене, внегда глаголать ими беззаконнику, смертью умрещи, и не возвестиши ему не соглаголищи, еже остатися беззаконнику,
и обратите се от пути своего, еже живо бъйте ему. Беззаконник той в беззаконии своем умрет, крове же его от руки твоя я взыщу. И тя ще возвестише беззаконнику, и не обратит се от беззакония своего, и от пути своего беззаконна. Той беззаконник в беззаконии своем умрет, а тъй душу твою избавиши. Посем изведен бъй в духом на поле, пак и виде слава Господню, якоже и первее, и повелено бъйсти му затворите се в дому своем и в молчании пребивати до времене, внеже повелите му Господь отверсти уста ко глаголению и проповеди словес Божиих. И бъйсти му в молчании том откровенно, имевше не по многих летах бъйти последни от Халдей Иерусалима обседение и разорение, и людей погибель, еже не точно словом да известит людям, но и деянием да изобразит. Повеле се ему от Господа да обриет главу свою и браду, и на 3 части власа и превесно и умеро и размеривши, да разделит. Едино убо част да сужет огнем пред людьми, и же с ним в пленении бяху, другой же част власов мечем да содрубит, а третью на воздух и ветер да разсеплет, показуя то, яко гнев Божий и люди Израилевой во Иерусалиме и всей Палестине нехотящи, ако истинному покаянию обратитеся, и от мерзости идольских не пристающия, казните хотя на 3 части судом своим праведным раздели, да каждую часть свою понесет казан. Част обу людей во обседении Иерусалимском гладом и мором измрет, другая же часть падет от меча халдейска, а третья по вселенной растучится, еже все потом сбыстся, вельми раздражившим Бога людям еврейским. Ті, бо в оне времена ще й служаху Богу Небесному, і зведшему праотцев їх із Єгипта рукою крепкою і мишцею високою, обаче от дней Соломонових не викше кланятися идолам, не оставляху тех, прельщаеми суште праздниками их богомерзкими, вняже скверное пирование вся студное беззаконие им творите ни от кого же возбраняшеся. Ибо и сами цари, и князи, и судьи, и старцы, и к нечестию тому бяху предводители. И Богу обу Небесному евреи кланяхуся, идолопоклоннического нечестия держахуся, и идолы в Божием поставляху храме. И деже прежде самому единому Вышнему Богу приношашеся жертва, таму потом купно и бесом скверния жертвы творяхуся. Еже зело неугодно бяше Господу, и вменяше народ той яко прелюбодейцу, не соблюдающую веры истинному мужу своему, но и синами любодействующую. Че се ради в Евангелии послежде у народе оном рече Господь, род лукав и прелюбодей. Но и прежде во Еремийном пророчестве род той уподоби Бог жене прелюбодейце, и увещаваше той к покаянию святыми пророками многое время. И когда же не покаешься, предаде их халдеям в крайнее разорение, и землю их положи в запустение на 70 лет. А ще же по 70 летах и обновиси Иерусалим и церковь Зоровавелем, но уже не имееше прежние красоты и богатств и славы. И свобождение от вавилонского пленения евреи, аж ще и преселише се пак и на свою землю. Обаче не своими уже царями управляхуся, но подигум чуждим и тяжким быша, работающе царем иноязычным, первой вавилонским, даже египетским, потом римским, от них же и в конец погибоша. О коем конечном Иерусалима разорении сам Господь прорече глаголя. Не имат остати зде камень на камени и же не разорится. А о прежнем, еже от халдеев опустошении святый пророк Езекииль, якоже и прочие святые пророци, предвозвеститель бяше. В дни святаго пророка Езекииля в Вавилонии, халдейской земли, в пленении обитавшего, живяше в Иерусалиме святый Еремия. Оба тие пророци ащи и далече многим места расстоянием друг от друга бяху, обаче согласно пророчествуваха о запустении Иерусалима и о иных многих вещах, яже изъявляются в книгах их. Дух Божий во обоих пророцих действуваше. И посылаема бяху пророческа Еремийна словеса от неких иерусалимлян в Вавилон к плененным братьям, из Вавилона же Езекиилева словеса в Иерусалим посылахуся. И свидетельствоваше Езекииль в Вавилоне людям своим истинно бъйте пророчество Еремиину, в Иерусалиме же Еремия о Езекиилевом истинном пророчестве даяше свидетельство, обаче обоим от развращенных и маловерных иудеев не емлеше се вера. К идолопоклоннической во прелести уклонившиеся всю свою веру в лживых пророцах положиша, а иже поистине Духом Божиим пророчествоваху святые пророци, тех вменяху в лживая.
Еремию обо Иерусалимляне озлобляху, а Езекииле, бывший в пленении вавилонским, мучаху узами, якоже и Господ предрече ему глаголя. Седаше си на тя узи и свяжут тя ими. Толика го же Езекииль святей бяше прозорливства, яко далече бываемая, аки пред очима его деемая видеше. И в Вавилоне сей зряше творимая в Иерусалиме, и сказуваше та людям, и же с ним в пленении. В едино време восхищен бе с ангелом из Вавилона в Иерусалим и поставлен в церкви Соломоновой, видя идолы, стоящие в ней внутрь, яко мерзост запустения на месте святом, и деемая им скверное служение. Начальнейшие мужи Израилтести, кадилу приносящие кумирум, и священницы, отвратившие лица своя от Божия престола, и поклоняющиеся солнцу, и жены, сидящие, плачущиеся от Таммузе, баснословимому Телинов от Тониде, скверния Венери любодей, дивим вепрем пораженном от нечестивых же между богами почтенном, и от евреи развращенных, аки боги приятум. Зряше же славу Божию по подобию прежде на реце ховар виденния, я же разгневанно сущи собирашися исходить из церкви, оставляющий тую пусту. И слыша глаголюща к нему Господа: «Сыне человеч, и дали мало беззакония есть сие, же творят люди сии, як уже видящие, землю наполнише нечестия, и совещташе прогневать и раздражить имя. Сотворил боясь им мест в ярости моей, и не пощадит их око мое, не помилует, и когда воззовут гласом велим в уши моя, не услышу их. Даже больший глаз Божий грозно и страшно взываешь, что слышася, пророку глаголющие сице. Приближися отмщение и погибель граду, и да имат кижду оружие убийственное в руках своих. То рекшу Господу, изведоше 6 мужей страшни, вооруженни с обнаженными мечами. Посреди же их бе муж облачен во иерейские белые ризы, имея и сосудец писательный, и трост писчую. И рече к тому Господь: «Пройди посреди града Иерусалима и напиши знамение на челех мужей рабов моих, и же болезнуют сердцей своими и воздыхают же, и плачут о беззакониях, творимых во граде сем. Тех избранных моих соблюду от казни. И пойдем уж он и священнолепний, и написуваше знамение на челех людей тех, и же истинному Богу работаху. Знамение же то бяше письме греческое глаголемо тав, и подобно и кресту честному, як уже в нашей азбуке пишется твердо великое. Проходящо же тому священнолепному мужу град и рабой Божия знаменующу, послашися вслед его ония страшные 6 мужей, образовавшие собою 6 воевод сил халдейских, имевших прийти с Навуходоносором на погубление Иерусалимово. К тем 6 мужем глагола прогневанный Господь: «Идите, сеците, не пощадите, не помилуйте ни старца, ни юноши, ни жены, ни девицы, ни младенца, но всех избейте в потребление, наченши от священных иереев и от мужей начальнейших, а на них же есть знамение мое, тем не прикасайтеся». И видя святый пророк в восхищении том всяк чини возраст народа Иерусалимского, обоего пола, избиваемый, як уже потом самым делом имееше совершитися. И паде пророк ниц пред Господем взивая: «Горе, горе, о лютем не Адонai Господи, як употребляешь останки Израилевой, изливая на Иерусалим ярость Твою». Посем виде паки оного священнолепного мужа, и же возвращася ку Господу рече: «Сотворих, як уже Ты заповедали си мне, Господи». И повелено бе му паки от Господа, да взем горстми углия огненной от среды колес херовимских, просыплет на весь Иерусалим. Воеже не точию мечем, но и огнем тому от халдей сожжену бейти. По восхищении и видении оном паки обретися пророк в халдей на месте своем, а виденное сбыйшеся вскоре. Пророчествове же святый Езекиили на окрестни языки, посмеявшиеся казнимому от Бога Иерусалиму, на Амониты и Моавиты, и Едомлины, и Филистины, на Идумею же и Тир и Египет, возвещая им таковую же казнь Божию, имевшую прийти на них через халдеев за то, яко порадуваше разорению и опустению Иерусалимову. Всему же тому сбывшися, пророчествова послежде о утолении Божиего на евреи гнева, и о возвращении их из Вавилона в Отечество свое, и о возграждении и обновлении града и церкви. Бебо вторицею восхищен рукою Господню в землю юдейскую, разорено уже и опустошено бывшую Иерусалиму, и видя во откровении бывшим ему таму место Иерусалимское,
повелением Божиим размеряемо е, изиждущий се град и храм Господень, и славу Божию, наполняющую храм свой, як уже о том в пророческой его книге пишется пространно. Под всем же тем видением тайно образовася наше от работы вражье освобождение и Церкви Христовой устроение, еже име быть явлением во плоти Бога, рожденна от пречистия Девы. Юже вратами заключенными и никим же, кроме самого Бога, проходимыми пророк сей нарече. И може и о воскресении мертвых от Бога откровено бысть. Зряше се бо рукою Божию восхищение поставлен быть среди поля, еже исполнено бяше множеством костей человеческих сухих зело, еже вся словом Божиим прияше плоть, и пришедше на них духу ужиша, и воссташе на ноги своя, и бысть сонма много зело. И рече Господь: отверзу гроби вашия, и изведу вас от гробов ваших. Еще же и у иных многих Божьих тайнах, имевших напоследок клетвом в явное прийти совершение, откровение бяхо пророку Божию, еже он вся предвозвести и написав в книзе своей, изволяя да чтет таму. Мы же сокрещающте слово, сие токмо от достоверних у нем повествователей воспомянем, якой чудотворец бяше изряден, як уже Моисей вод бысть разделитель. Единою бо собравшимся к нему прирецех увар многим людям еврейским, нападоша на них халдеи разбойнические. Он же сотвори молитвою своею разделитеся воде речной и дати сух путь людям гонимым, да на он пол побегнут. И прейдоше люди еврейские по суху, дерзнувши же халдей, тем же потем тещи за ними, водами покровени бывши и погибоша. Судя же в Вавилонии колено Даново и Гадово, и видя они нечтущие Господа, гонящие же хранящих закон Господень, пусти население их змеев и гадов, и уядаху младенцов их и скотов. Даже милосердство в уязве тех смертной, отгна от них они змеи и гады молитвою. Во время же глада пишто умножи людям довольно своими к Богу молитвами, и изнемогшие смертно гладом от врат смертних к животу возврати. Сам же потом мученическую кончиною скончася. И когда бы видя люди своя евреи, в пленении с ним бывшие, общающиеся идолослужению с халдеями и всем нечестивым тех делам навыкающие, обличаши их и увещаваши пристать от таковых беззаконий и гневом Божиим претяши им. Чесо ради старейшины еврейский, халдейскому нечестию вдавайся, исполнив се гнева, убие го, растерзав того конми. Тело же его растерзано и собравши люди, погребоше на селе Маур, в гробе Сима и Арфаксада, прародители Авраамовых. И собираше се к гробу его множество людей еврейских, и совершаху таму своя молитва и к Богу Саваоту, ему же слава во веки веков. Амин. Достоит памятствовать и сие, еже святому пророку Езекиилю от Бога возвещено бысть, яко аще праведник уповая на праведное свое житие, дерзнет сотворити некое согрешение, и в том согрешении постигнет его кончина, а он без покаяния умрет, то не помянутся к тому пред Богом вся прежде бывшие праведные богоугодные того дела, но во гресе в нем же умрет, в том осужден будет. Так ужде и беззаконник всю жизнь свою в беззаконии хиждивый, а ще при кончине своей покается, и в покаянии постигнет его смерть, к тому не помянутся пред Богом вся прежняя его беззакония, но справедными вчинен будет. Конец життя святого пророка Єзекіїля.